что базы долечивания именно в городе Иркутске после высокотехнологичных операций у нас в городе нет. И больница Иркутского научного центра уже многие годы, как только мы стали делать операции на сердце в республиканской больнице номер 1, сильного коллектива профессионалов, они взяли уже у себя и получили, дали лицензию на реабилитацию. Мы для себя планировали вот так, потому что долечивание есть, оно идет, они принимают пациентов у нас в РБ-1 и в РБ-2. Теперь какая ситуация сложилась? На сегодняшний день, вот последнее время, как стала буквально ситуация дестабилизировалась, я буквально на ручном режиме сегодня устраиваю пациентов из республиканской больницы номер 1, из республиканской больницы номер 2, понимая, что я не могу их направить в больницу Иркутского научного центра. Потому что была система отлаженная, она была четкая, было взаимопонимание, никаких звонков не было, никакого ручного управления. Была четко разработана маршрутизация, по которой мы направляли пациентов. Что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем отсутствие этих мест. Я понимаю, что больной садится в самолет, улетает к себе в УЛУС в район, да? Я не знаю, выживет он там, не выживет, справятся врачи ЦРБ. Я понимаю, что иногда они справятся, потому что они этих больных просто не знают, да? И вот такова ситуация сложилась. Только потому, что все было тихо, хорошо, спокойно, система работала. Кто-нибудь из вас слышал, да, что люди не могли попасть куда-то и не получили медицинской помощи после операции? Никто не слышал. Ни жалоб, ни обращений не было. Потому что работала система. Потому что у нас есть больницы Иркутского научного центра, которые четко отрабатывали эти направления. И я понимаю, что если сегодня этой больницы не будет этого персонала, высококвалифицированных специалистов, то мы, по сути, сегодня в ближайшее время не сможем открыть такую медицинскую организацию, мы не сможем ее финансировать, мы не можем сегодня найти эти штаты. Это первое. Второе. То есть это вот та работа, которую проводили по высокотехнологичной медицинской помощи, оказывая помощь в республиканской больнице номер 1 и республиканской больнице номер 2. Следующее направление, наверное, это вот снова к той категории нашего населения, которые постоянно звонят и говорят: а помогите нам устроиться в ветбольницу. За все мои 15 лет работы в Министерстве здравоохранения, когда бы я ни позвонила и не попросила просто за тех людей, которые ко мне приходят на прием, из УЛУСов, из города Якутска, и просят, чтобы мы госпитализировали. Я понимаю, что это не наша больница. У меня нет административного ресурса написать визу, госпитализировать, да? Я просто делаю звонок. Обычный человеческий звонок. И ни разу в жизни не было такой ситуации, когда вы мне отказали и сказали: нет, у нас нет мест. Хотя мы имеем такую ситуацию по нашим республиканским учреждениям, когда мне могут сказать, что вот мест нету, все забито, все заполнено, да? Ни разу, никогда ни один специалист, ни один врач, вот никто, да, и никогда мне сказал, что мы не госпитализируем. И говорят: завтра, пожалуйста, пускай поступают. У них всегда есть места, у них всегда есть потенциал, у них всегда есть вот просто душа для того, чтобы работать с людьми. И, наверное, еще о чем бы я очень хотела сказать. В этом коллективе особый климат. Здесь люди, те, которые пришли и работают с традициями наилучшего милосердия здравоохранения. Это люди, которые сегодня, при том, что им непросто, они зарабатывают деньги по ОМС, и они сохранили душу. Они сегодня не зарабатывают эти деньги, они просто помогают людям. Я не каждой больнице сегодня могу эти слова сказать, но этой больнице, этому коллективу я просто хочу сказать огромные слова благодарности. И если есть возможность, я думаю, что она у нас с вами должна быть, да, поддержать эту больницу. Она должна работать, эти люди должны дарить радость нашему населению. Это действительно так. То, что касается тех направлений, которые звучали по центру нейродегенеративных заболеваний, я тоже здесь хочу пояснить.
Направление интересное. Таких больных по нашим статистическим данным не более 900. Коек для того, чтобы, допустим, их наблюдать, лечить, пробовать, искать какие-то механизмы, необходимо не более 5 коек. Мы буквально в понедельник этот вопрос обговаривали, рассматривали эту тему, с руководством обговаривали, что необходимо сохранить и кардиологию, и неврологию в том русле, которое есть, потому что сегодня, как бы мы с вами ни говорили, но это реальный финансовый механизм получения заработной платы коллективу, да, и, естественно, поддержания этой больницы. Это одно из, наверное, ведущих. И если выделить 5 коек для этих исследований, то, в принципе, и эти исследования будут оплачиваться из системы ОМС, они будут просто компенсироваться. Потому что эти заболевания, они не входят в систему ОМС, они не входят в регистр заболеваний. То есть именно это те заболевания, которые сегодня находятся на научном основе. Для этих заболеваний нет сегодня разработанного стандарта лечения. И это только наука. Правильно, да? Поэтому сегодня говорить, чтобы отдать весь потенциал, который имеется в больнице, отдать только на это направление, это было бы однозначно неправильно. Но и при этом я хочу сказать, что это направление надо поддерживать. И 5 коечек этого достаточно. Это уже проводить. И сегодня, когда мы говорим о трансляционной медицине, то есть когда, допустим, на базе больниц идут разработки, клинические испытания, да, а потом это идет практическое здравоохранение, потому что вот это вот как раз тот симбиоз, когда практика, когда наука может существовать и должна существовать именно в этих стенах, именно с этим потенциалом, именно с этими людьми, которые оказывают практическую помощь, и параллельно идет исследовательская работа. То есть, вот как бы говорится, сам Бог велел, да? И наука, и практическая помощь. И поэтому Министерство здравоохранения сегодня однозначно мы заявляем о том, что мы бы хотели, чтобы в этой больнице сохранились те структурные подразделения, которые до этого были. Мы поддерживать будем и по ОМС, по объемам, и по тем направлениям, которые идут дальше. Еще я должна сказать, когда вы, наверное, вот все, наверное, слышали, да, проблема с лечением гепатитов, то вот коллектив Якутского научного центра, они первые вышли с инициативой, чтобы запустить пилотный проект по лечению вирусным гепатитом, да, пациентов именно по системе ОМС. Правильно говорю? Правильно. У нас не пошли государственные бюджетные учреждения, республиканские и городские, на этот пилот. Не стали поддерживать, да, потому что это дорогостоящее, это очень емкое. Коллектив сразу же пошел на это направление, я вам очень благодарна. Потому что все новшества, все проблемы, которые существуют в здравоохранении, и когда нам тяжело, и мы понимаем, что вот здесь у нас система республиканских учреждений, городских, она просто не справляется с тем потоком, который идет, да, больница Якутского научного центра всегда нас поддерживала, и по сути они вот в этих направлениях одни из первых. Благодаря этому, да, в республике мы сегодня имеем достаточно хорошие показатели и по долечиванию, и по смертности, потому что они этих пациентов берут, и, естественно, по тем инновационным направлениям, которые мы сегодня разрабатываем. Вот пример – это лечение, которое было по ОМС для вирусных гепатитов. Поэтому это не эмоции сейчас, это тот действительно факт, который имеет место быть. Это та помощь, которая нам нужна сегодня в республике. И я думаю, что сегодня решение. Спасибо вам большое за то, что вы нас вот выслушали, собрали, потому что я думаю, что здесь, наверное, не должна быть какая-то борьба, да? Должно быть очень четкое, трезвое понимание того, что эта больница – это действительно необходимое учреждение, и нам без нее никак не сохранить. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. На то, чтобы вот гинекологические койки все-таки остались у нас. Честно? Честно.
Честно, я думаю, что по гинекологии перинатальный центр мы открыли. Я единственное не хочу давать опрометчивых заключений, да, потому что перинатальный центр есть, гинекология поддерживается. И единственное, что я не знаю, какие показатели, какие обращения и какую категорию пациентов. Но я точно при этом понимаю, что доступность гинекологической помощи в вашем отделении, она в разы лучше, чем в наших медицинских организациях. К вам попасть и к вам сразу получить лечение, это имеет место быть. Но при этом, если мы говорим, что вот 5 коечек вы выделите для нейродегенеративных, я думаю, что можно сохранить гинекологию. Спасибо. Да, коллеги, у нас здесь все-таки присутствует и вторая сторона, я так поняла, да? Пожалуйста, представители КМП института, просим высказаться, чтобы не было как бы односторонней подачи проблемы. Очень жаль, что ваша руководитель не подошла, надо было хотя бы или зама, или представителя какого-то, значит, послать, да? Кто есть от института, пожалуйста, представьте. Фамилия моя Захаров, зовут меня Юрий Семенович. Я юрист, я НЦ КМП, это не институт, это Якутский научный центр комплексных медицинских проблем. С момента присоединения к нам больницы прошло не так много времени. И в силу того, что происходят очень тяжелые, очень влияющие на всю общественность в целом изменения в нашем государстве, я могу сказать только одно. Тяжелая социальная ситуация касается и нас, работников нашего Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Насколько мне известно, в последнее время во всех медицинских организациях, не только нашего города, но и всей республики происходит в связи с выполнением поручений и указов президента, главы нашего государства о выполнении майских указов. В силу этого нам было предложено Министерством здравоохранения для исполнения майских указов президента провести оптимизацию коечного фонда, численности персонала. Ну и что это было примерно выполнено. Потому что вот это письмо от Министерства здравоохранения, в котором прямо написано: Якутский научный центр комплексных медицинских проблем произвести мероприятия по оптимизации коечного фонда, штатной численности учреждения и увеличения прикрепленного населения. Или вместо 110, вместо фактически 110 коек, коечный фонд максимально должен составлять 60 единиц. Было даже предложено некоторыми горячими головами исключить из деятельности нашей больницы, нашего структурного подразделения, поликлинику. Но поликлинику никто не отдаст. Просто в силу того, что по нормативам у нас остается из 5, которые сейчас существуют, терапевты участковые, останутся 4. Вот в этом плане. А так поликлиника будет работать. И все отделения, кроме гинекологии, которые сейчас, к сожалению, я сам говорю об этом, к сожалению, потому что знаю проблему, это и у меня и дочь, у нее тоже проблемы такого же плана гинекологии. Но вот мы сократили это гинекологическое отделение. Оптимизация у нас шла с апреля месяца, и выплатить заработную плату
всем нашим супругам. И это главное, то, что мы должны выполнить. А для этого нужно делать то, что предписано и рекомендовано Министерством здравоохранения. Спасибо, пожалуйста. Я хотел бы прокомментировать, да? Ну, рекомендовать можно все, что угодно, да? Можно все, что угодно. Рекомендовать можно даже рекомендовать такие вещи, которые, скажем так, ну, вызывают как бы какое-то неприятие или отрицание, но это не говорит о том, что рекомендации следует не беспрекословно выполнять, да? Потому что вы же все-таки самостоятельное учреждение, да? И я не думаю, что глава государства, вот, исполняя, точнее, вот, создавая этот указ, да, суперуказ, который сейчас есть, те майские указы, он там писал, чтобы нужно поднять зарплату врачам, при этом сократив гинекологию, там еще кого-то, там кого-то уволить, что-то дать. Я вот абсолютно не думаю, что он так писал. И если кто-то так понимает, то это на самом деле печально. Нужно было искать другие возможности для этого. Вы как юрист, что можете посоветовать им? Они могут стать самостоятельным учреждением от вас и уйти. Или вы от них. Или вы от них, да? Все дело в том, что тут формулировка большого влияния не имеет. Можно таким образом, как бы вам сказать. Дело в том, что учредитель наш издал, ну, скажем, в свое время нормативный акт, которым было присоединение. Было присоединено одно учреждение к другому. Ну да, свершилось это. Ну, и, Может, это ошибочное было Я решение? то, как, и вот вы, а как это полагая происходило? о том, что вот, в конце концов вот, тот узел, который созрел, там, чили, который возник, надо его разрубить, там все такое, да, Рубикон-то идти надо, все такое, вот это все вкупе, даже пришли к такому мнению, что да, давайте сделаем так, чтобы выделить больницу из состава Янсека МВД. Но из Москвы пришли совсем другие установки. Сказали, давайте дальше преобразование происходить. Нам нужно, чтобы наука у вас была, и научный потенциал рос. И А вы можете показать эти документы? Указания это эти есть? Можете список? показать? Так, пожалуйста, я отправил письмо с приложением на 8 страницах. Вот это Валерий письмо. Алексеевич, пожалуйста. На 8 страницах. Руководитель Это другое. Народного фронта. Ну, конечно, Антон уже сказал, что режет слух указы президента, тем более майские указы, они в первую очередь направлены на продолжительность жизни населения, и в первую очередь направлены на материнство, защиту материнства и детства. Что такое материнство? Это онкологические, это в том числе гинекологические и так далее, и так далее. Ну, я хочу лишь сказать, что слово оптимизация стали привлекать очень часто. Оптимизация, Путин. И свалим, что хотим. Так вот, вот Антон уже правильно сказал, что наша задача, чтобы если вы хотите что-то оптимизировать, то это не должно касаться майских указов, которые запрещают это делать как раз, вот, нарушать, вернее, и так у нас неважное положение сейчас по здравоохранению, так скажем, в России, да, вот сейчас цель и майских указов, чтобы поднять этот уровень на всем, и тем более материнство, и тем более женское здоровье. Поэтому, конечно же, режет слух, когда вы сказали майские указы, Путин. Вот это, еще раз поясняю, это вот мы мониторим, нам поручение президента мониторить эти указы, потому мы сегодня здесь и собрались, что они противоположно говорят, что да, нужно оптимизировать, да, надо сейчас не в легкое время ужиматься. Но вот эти вот статьи трогать нельзя, табу. Ну, что я хотел сказать. Какие статьи? Ну, я имею в виду, вот Охрана сейчас вы мне... материнства, Есть программа, да, вот, действительно, очень хорошая программа, утвержденная о демографии. Ну, тогда почему тарифы не поднимают на гинекологические заболевания? Они одни из самых низких. Сейчас все Я хотел бы вот здесь Михаила Петровича спросить, да, вот чисто, Михаил Петрович, к вам обращаюсь, а тут есть письмо от Анны Николаевны Романовой, да, вчера поступило, и она вот в последнем абзаце пишет: итогом наших многочисленных обращений в вышестоящей инстанции руководством Минобрнауки России было принято решение о целесообразности изъятия неиспользуемых ЕНЦ с уставной деятельности помещения
находящаяся по адресу Кулаковского 6, у балансодержателя ЯНЦ «Савран» и передача оперативное управление ЯНЦ То есть «Калининград». реально есть такой документ? Это Нет? тут это указывается просто- вот номер там и так далее. Это не так, да? Минуточку, вот они. Письмо. Сибирское территориальное управление и резюме. Вот оно. Нет, Это письмо Коловича. это то, Прокомментируйте, которое письмо, пожалуйста. Да, говорили, да. Вот 11 числа, которое было. Ну если насчет этого, то Это вот насчет есть этого. письмо от 11 декабря, подписанное Коловичем Алексеем Арсентьевичем, руководителем территориального управления по Сибирскому округу Коловича. И где написано: полагаю целесообразным обратиться в соответствующие, в соответствии с приказом Миноборнауки. Вот что я читаю. То есть он Да, предлагает... то есть полагает целесообразно. А 13-го Алексей Арсентьевич был здесь. И об этом мы не говорили. Вот после встречи с вами Колович собрал нас, Анну Николаевну и меня, и сказал, что Анна Николаевна, надо исправлять ситуацию. Я, говорит, вот и его слова, считаю, что в этой критической ситуации, что она создалась, такая критическая ситуация, виноват только директор. Только директор Романова виноват. Он так сказал. Да, он конкретно так сказал. Вот Он на 13. собрании так сказал у нас. Вот достаточно Ну, говорить даже вот здесь всех. нет, о чем можно Ну говорить. да, за Да. ее спиной, А- конечно, мы не будем. Да, а здесь вот полагает целесообразным, да, есть такое. Мгм. А я еще раз говорю, это вот в оперативном управлении у Якутского научного центра, и там общежитие имеется, поэтому... Конечно, понятно. Это для вас. Ага, хорошо, мы изучим, Для дела. спасибо. Хорошо. Тут прямо написано. ЯНЦ «Суран» Лебедева Михаил Петрович предстоит согласие на перезакрепление площадей, занимаемых янцоками. Полагает целесообразным. Я Алексею Арсентьевичу сказал об этом. Я думаю, то, что нам... Само письмо. Копия есть, хорошо. Значит, все предложения, которые... Хорошо. Значит, коллеги, еще кто хотел бы высказаться по ситуации? Пожалуйста. Так, можно я отсюда? Да. Я хочу сказать и... А представьте, пожалуйста. Барковская Наталья Ивановна, руководитель правовой институции Федерального Союза. У меня вопрос к юристу. Жаль, что Анны Николаевны нет, она всегда уклоняется, потому что, видимо, ей нечего сказать. Я хочу, значит, мы подменяем все понятия. Вы юрист. Почему вы оптимизацию понимаете это сокращение? Нет, это не сокращение, это улучшение работы. Это качество обслуживания. Почему вы считаете оптимизация это сокращение? Нет. А вы везде в приказах пишете оптимизировать? Нет. Оно это не означает. И вот когда подменяете понятия, вы начинаете делать то, что, так сказать, не положено. Вы сейчас людей уведомляете, да? Значит, о создании клиники. У вас штатное расписание уже есть, да? Положение о клинике есть. Есть все это, да? Значит, вы предлагаете работникам работу кому-то, а кому-то не предлагаете. Говорите о том, что это нужно, чтобы ученая степень была, значит, то есть какие-то требования предъявляете к этим людям. А на самом деле потом эта работа предлагается другому работнику, который не имеет никакой степени. Я, может, говорю частное, значит, о частном, но я просто как к юристу к вам обращаюсь. Вы же должны это отслеживать, чтобы, да, всегда сокращение, оно всегда, я не затрагиваю сторону, значит, в данном случае то, что вы правильно делаете, неправильно. У меня другой вопрос. Если вы даже это делаете, вы должны соблюдать закон. Он для всех одинаков. У нас порядок расписан, каким образом производится сокращение, как люди уведомляются и так далее. А вы делаете то, что люди ничего не знают. Вот вы знаете, было раньше совершенно хорошее правило, когда проводилось сокращение, то с учетом мнения трудового коллектива, вот, к сожалению, это кануло в лету, потому что сейчас вот такие руководители производят сокращения и принимают такие решения.
Вот я просто как к юристу вам обращаюсь. Мне кажется, вы здесь должны проявить ответственность, будем говорить. Значит, то, что руководитель вам говорит, это одно, но вы как юрист должны закон-то соблюдать. У нас все расписано в Трудовом кодексе. И ничего здесь не надо абсолютно не выдумывать, просто соблюдать. Это одно. Второе. Значит, я не специалист по имуществу. Значит, меня другой вопрос интересует. Вы вот юрист, и, так сказать, все мероприятия проводятся вместе с Анной Николаевной. Я полагаю, что она с вами консультируется, видимо, вы даете ей советы, как соблюдать закон. Меня интересует вопрос другой. Каким образом была проведена перепланировка? Вот когда, значит, там какие-то столовые, значит, ломались там стены и так далее, ведь у вас договор есть? В договоре говорится о том, что вы имеете право без арендодателя производить какие-то перепланировки. Это одно. А второе, каким образом, если произведены на какие средства перепланировка, и это тендер должен быть. Я вообще какую-то коррупционную составляющую здесь вижу в этом. Вот эти-то вопросы вы, как юрист, должны были оговаривать с руководителем, чтобы не допускать нарушений. Ну и хочу сказать, значит, уже, так сказать, от себя, что коллектив этой больницы знаю давно, значит, потому что бывают там иногда, и это замечательные люди, которых вот так просто, вы знаете, у меня такое впечатление, вы уж простите меня за это бытовой, так сказать, сленг, но мне кажется, что людей этих просто выдавливают, понимаете, оттуда, чтобы они ушли, потому что они неугодны. Ведь когда люди выбирали своего руководителя, наверняка она им обещала золотые горы и говорила о том, как они будут развиваться, как она создаст такую ситуацию, что и лечение будет, и больные будут, и так далее. Я вот больше чем уверена. Потому они и согласились на это, коллектив-то на это пошел. Они, наверное, и надежды у них были на то, что действительно так и будет. Это одно. Второе, когда были выборы, что Анна Николаевна предполагала, что она войдет в ФИЦ. А сейчас почему-то разговора об этом нет. Сейчас она вообще никуда не хочет ходить. Вот я считаю, что изначально уже какая-то, неправильная тактика была избрана. Это я просто в человеческом плане. Потому что руководителем таким быть нельзя. Вот, к сожалению, ее здесь нет. Мне хотелось бы ей это сказать, потому что к вам это отношение не имеет. Но просто, я полагаю, вы как юрист должны ситуацию эту корректировать, контролировать, потому что больше ответственность лежит на вас. Она может и не знать законодательства, а вы должны ей подсказать, как делать правильно. Спасибо. Спасибо. Так, еще коллеги. В общем, вопрос, конечно, интересный. Очень много вопросов. Спорные моменты в вашем вопросе. Да, действительно, трудовым законодательством. По сокращению предусмотрено все. Какие шаги делает работодатель, какие шаги делает работник. Это все расписано. Никто ничего не придумывает. И придумать это очень сложно. А что касается уведомлений о порядке 74 статьи Трудового кодекса, они направлены всем работникам больницы. И в этом уведомлении указано о том, что трудовая функция не меняется, должность будет сохранена. При этом меняется название структурного подразделения ЯНСКМП. Больница будет переименована в клинику. Из-за этого придется заключать дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будет написано, что они будут работать в структурном подразделении не больницы, а в клинике. Это вот касается только этого. Если же, вот как раз Анна Николаевна об этом говорила людям, когда утром встречалась, в том, что у каждого есть право подписывать или не подписывать данную линию. Но просто в силу того, что в 74-й статье оговорено, что если человек откажется продолжать работу в новых условиях,
то с ним придется расстаться в течение 2 месяцев. Либо предложить ему вакантную должность, либо если он отказался работать в новых условиях, то он будет уволен. По какому основанию? На основании 77 статьи, пункта 1 Вот части. видите, вы подменяете. Мы ничего не подменяем. Это предусмотрено. Никаких подмен, додумываний никаких нет. Это меняется организационная структура. Больница превращается... В номенклатуре А нету при чем здесь клиники. это? Нету номенклатуры. Ну, это, Вы придумали. это Там тоже такого спорный нет. вопрос. Ну, Дело как в бы том, вопрос-то что еще не решен, а Да, реорганизации, поэтому рано об этом говорить. реорганизации речь не идет. Никогда не шла. Это преобразование. Это приведение Ну, на самом больницы деле, в как научную угодно. клинику. Давайте так, сейчас Это не слова. Уважаемые коллеги, прибираться смысла нет, я думаю, прокуратура разберется и вопросов. Да. Мы тоже надеемся на это. Слава Богу, что у нас есть прокуратура, которая разберется. Ну, Так, насчет того, что вот вы задали вопрос о ремонте. Ага. У нас есть экспертное заключение. Которое вы Выводы. привели. Я зачитаю, тут коротенько. Не минут 40, а Нет, 10 секунд. В результате проведения экспертизы были обследованы производственные, проведенные ремонтные работы больницы Янца КМП, расположенной по адресу город Якутск, улица Кулаковского, дом 6. Фасадные работы, лестничное крыльцо, входные запасные двери, окна, короб канализационных труб, стены, полы, коридор, трубы на техническом этаже, мусорную точку, лабораторию, окна и установлены следующие. Дефектов произведенных ремонтных работ не обнаружено. Второе. Соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм. Третье. Не оказывает влияния на несущие конструкции здания и работоспособность инженерных коммуникаций, не влияет на прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость здания в целом, а также отдельных конструкций, что обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Это вот Дело не в том. Вы же начали ремонт, не согласовав с хозяином. Вы же начали ремонт. Вы согласовали его? Нет. Нет. как у вас? Но Нет, потом а что вы лукавите-то тогда? Вы скажите сразу честно. А потом вы вдруг привели своих экспертов. Своих экспертов. Да, это Так, заключение. ну и что в конце концов произошло? В сухом остатке-то что? А если это произошло? А если бы Михаил произошло? Петрович своим письмом взял и написал нам о том, что он расторгает договор безвозмездного пользования. Правильно. Потому что вы не соблюдаете требования. Так, дальше что произошло? Нет, кого вы Своим же комментируете? письмом Михаил Петрович подтвердил свое согласие на продолжение наших работ. Хорошо. Ну, кого что вы такое? Все комментировали? нормально. Ну что там тут Как из этого, называется? из-за ремонта устраиваете Подождите, подождите, вы словоблудием не занимаетесь. Есть порядок, и не надо сейчас подменять одно другим. Ваше экспертное заключение, оставьте его с собой. Можете с ним спать, можете его читать. Изначально порядок, каким образом проводится перепланировка. На какие средства? Разрешение арендодателя нужно? Вот с чего мы говорим. А то, что экспертное заключение, вы про это, так сказать, это уже второй вопрос. Ремонт идет. Изначально. Причем здесь ремонт идет? И строители... Потом тендер должен быть, если средства там насколько... А, вы еще спрашивали, на какие средства? Да. У нас же после ремонта в первой палате произошла же трещина на стене. И в четвертой палате трещина с другой стороны. Трещины не было. На этой экспертизе есть, Конечно. господин Захаров? Да нет Про ничего. трещины есть В экспертиза? кабинете составлено. Пусть исследует эксперт. Вы же не Я могу было показать А, заключение. нет, я не то, что показать, это для вас. Просто я было небольшое. У нас ровные стены Вот были. как делать. Я вообще хотел это для Михаила Петровича. Вы же просили в своем письме, чтобы представить. А какие средства вы затратили? Я давно не... Вот. Ну, спасибо. А на какие средства, вы еще спрашивали, производится ремонт? У нас были автомобили, которые обслуживали нашу больничку. Мы их реализовали с разрешения Министерства имущественных отношений. Вот эти деньги.
Ну, что Говорили, почему-то спонсоры у вас были. Сейчас, секунду, Каждый раз по-разному говорят. Я думаю, что в данных условиях, да, пререкаться можно бесконечно. Потому что стороны друг друга не слышат. Нет, Ну, это очевидно, да, очевидно. А для того, чтобы установить истину, необходимо как раз дождаться заключения прокуратуры и вот того, что Светлана Михайловна проверку проводит, там, и так далее. Петрович, создание этого ФИЦ, закрепиться за решить вопрос с договором между, ну, на помещение между ЕНЦ КМП и ЕНЦ СОРАН, да, потому что они сейчас, исходя из всех этих документов, они хотят его сейчас забрать, это видно. То есть они пишут во все эти инстанции, да. Что касается вот, Общероссийского народного фронта, то мы эту тему берем на свой контроль, это очевидно. Уже проинформирован аппарат в Москве, то есть центральный штаб, да. Будут определенные рекомендации, но я думаю, что это уже будет в начале января. Мы эту тему ведем, потому что именно в майском указе, на который здесь господин юрист ссылался, да, как раз таки написано то, что здравоохранению уделяется ключевая роль здесь у нас в стране, да. Именно поэтому мы, конечно, не можем смотреть спокойно, когда идет ликвидация целых отделений там, и так далее, да. Поэтому я думаю, что нужно будет в январе еще раз нам встретиться, да. Я думаю, что к тому моменту, надеюсь, вы уже выйдете из состава, да. Если еще какие-то вопросы останутся, нужно будет как бы их решить. Ну и, соответственно, прошу вас помочь нам подготовить также обращение в адрес министра образования и науки, да, где мы также уже от своего имени попросим, как бы, ну, или попросим наших сопредседателей, например, господина Рошаля, да, чтобы отправить также вот этому министру ну, какую-то служебную записку внутреннюю, да, о том, что происходит, потому что, возможно, он видит информацию только из одних источников, да. Необходимо, чтобы он объективную картину видел. Хорошо. Так, ну я что хотела бы сказать. В принципе, всем все понятно, что совместное существование невозможно, да, и это действительно, как говорил классик, значит, соединить не можно, да, коня и трепетную лань. Поэтому надо, безусловно, надо разделяться. И Михаил Петрович тоже прекрасно это видит уже, да, он готов принять больницу, значит, в состав ЕНЦ. Сейчас дело за действительно вот этими формальностями. Но второй вопрос. Конечно же, мы должны, и я думаю, что мы тоже об этом будем говорить в письме министру Котякову, что мы должны поддерживать все-таки и ЕНЦ КМП в их непростых, конечно, непростой работе по изучению вот этого сложного заболевания, да? Не случайно в свое время все-таки им были какие-то даны преференции, да? Другой вопрос, что руководитель не смог грамотно, значит, организовать эту работу, да, возможно. Вот. Но мы со своей стороны тоже готовы выступить в поддержку их развития на отдельных площадях. Тем более, что мы знаем, что 2 здания вам предлагали. Нужно было только приложить силы. Нужно было найти финансы для того, чтобы самостоятельно на той же Сосновой улице развивать свое дело. Очень важное. Никто не умаляет, так сказать, важности вашей деятельности. Вот. Ну а разрушать прекрасно слаженную уже практически 40 лет существующую больницу, конечно, никто не даст. Вся общественность выступает против, и профессионально, и, значит, Общероссийский народный фронт, безусловно, поддерживает позицию больницы. Но вас мы тоже будем поддерживать в вашем стремлении работать, вот, бороться с этими сложными, безусловно, заболеваниями, которые, кстати, присущи многие только вот нашему региону, да? Поэтому это специфика нашего северного края. Безусловно, мы должны этим тоже заниматься, и мы должны помогать вам. И мы будем это делать, как вам уже и обещали. Вот. И жаль очень, что не пришел сегодня представитель Министерства образования, да? Министерство здравоохранения, значит, Людмила Ильясовна прекрасно выступила. И хоть формально вы и не являетесь руководителем, да, больницы, но видно, что вы тоже отслеживаете и судьбу, и переживаете о работниках, о коллективе больницы.
Поэтому странно, что Министерство образования, значит, проигнорировало наше приглашение, но я думаю, что с Михаилом Юрьевичем Присяжным мы увидимся в самое ближайшее время, я задам ему этот вопрос, да, и все-таки нужно двигаться дальше, нужно разделять, безусловно, эти учреждения, и нужно помогать и Якутскому научному центру в развитии научной проблематики уже больницы ЕФАМ, да, и, конечно же, ЕНЦ КМП, безусловно. Вот. Ну и мы буквально завтра же возьмемся за эти материалы и уже со своей стороны изложим и министру Котюкову, уже министру значит, образования и науки Российской Федерации, и, конечно же, нашему значит, руководителю нашего штаба, академику Рошалю, я уже говорила об этом. Я думаю, что общими усилиями мы переломим ситуацию, и we shall overcome someday. А теперь позвольте, друзья, поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всяческих благ. Татьяна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дело в том, что по данной ситуации вопрос держит на контроле глава республики Сергей Николаевич. Поэтому мы должны понимать, что Министерство здравоохранения четко сегодня выполняет поручения, поэтому, скорее всего, необходимо здесь отметить главу республики. Вот, потому что, по сути дела, вот ситуация, которая сегодня есть, для того, чтобы и правительство республики не стояло в стороне, чтобы мы все вместе дружно помогали друг другу, действительно, это происходит уже при координации главы республики Саха-Якутии Сергея Николаевича. Поэтому это для понимания тоже трудового коллектива. Спасибо. Спасибо.